Бокс – один из известнейших и никогда не теряющих своей популярности вид спорта. Существует много споров насчет его пользы и вреда, но люди сильные духом, крепкие физически, а самое главное, обладающие смелостью и желанием развиваться и совершенствоваться, выбирают именно этот вид единоборств. Именно такими являются герои нашей сегодняшней передачи. Бокс – это трудный и интересный вид спорта. Он требует от спортсмена выносливости и физической силы, отличной реакции, концентрации и координации, а также волевых качеств. Навыки боксера оказываются очень полезными в сложных экстремальных ситуациях, когда необходимо защитить себя и близких людей. Кроме этого, уверенность в собственных силах оказывает влияние на поведение, уменьшая возможность совершения необдуманных поступков и обострения конфликтных ситуаций. Тренерским штабом спортивного клуба «Оздо» разработана специальная программа подготовки к соревнованиям. Спортсменам клуба регулярно предоставляется возможность участвовать в турнирах различного уровня. С момента нашей последней встречи у вас уже произошло много событий, вы много где побывали, есть яркие победы и есть где-то, что просто принесло опыта, да, вашим подопечным. Расскажите, какие турниры, где они проходили и каких результатов вы добились? Ну да, после нашей последней встречи, вот начиная с января месяца, у нас было много выездов. Как говорится, в последнее время вообще больше бывали на выездах, чем дома. Но то, что хочется выделить, что мы сейчас с тем годом, с прошедшим годом, на этом году стали немножко лучше выступать. Но это уже и тренировочный процесс, который мы по-другому начали проводить. И в этом году у нас очень сильно выступила юношеская сборная. Я хочу сказать не то, что за свой клуб, но и вообще в общем Республике Ингушетия. Вот мы были на первенстве СКФО, где наши парни выступили очень сильно. Там Алмазов у нас Саид, это наш воспитанник, который стал, он стал там призером, стал вторым. Но там был такой бой, что сделали так, что он попал на первенство России. Вот в марте месяце были на первенстве России, где Саид провел 3 боя. Дошел до четвертьфинала. Но если немножко нам повезло бы, стали бы призером России, но, как говорится, попали на 5 боев. И в четвертьфинале с боксером из Москвы со счетом 3-2 отдают победу московскому боксеру. Но мне понравилось, как он выступил, потому что это первые его такие вот крупные соревнования. Я думаю, в дальнейшем у нас будет еще больше соревнований, еще лучше будем выступать. И сейчас вот недавно, вот неделю назад примерно, мы приехали с первенства ОГФСО «Юность России». Есть такая организация. У нас там был отбор на первенство России. И наш боксер Шаухалов Ислам в весовой категории 56 килограмм там занял 1-е место. И сейчас попал на первенство России, которое пройдет с 4 по 10 мая в городе Оренбург. И также у нас выступили сейчас на турнире в Ставропольском крае. У нас самые маленькие наши, это 7-й, 8-й, 6-й год боксеры наши. Там проходил турнир, посвященный, как говорится, спорт против наркотиков, где у нас выступало 10 боксеров, где мы заняли 6 первых мест и 2 вторых.
Это очень хороший результат, тем более я считаю, что это очень молодые сейчас перспективные наши боксеры. Да, для самого начала, для начинающих это впечатляющий результат. Вот говоря вот об этих достижениях, что можно сказать об росте, об тенденции роста бокса, его популярности в нашей республике? Бокс в нашей республике всегда был популярен, но немножко у нас в последнее время пошел спад. Но вот начиная с прошлого года у нас опять бокс очень сильно сейчас развивается. У нас сейчас пацаны, сейчас вот у нас один боксер среди юниоров с республики Ингушетия выступает на международном турнире в городе Анапа. Это турнир Павлюкова, там выступают 12 стран, которые приехали со всего мира. И там вот воспитанник Карабулакской школы Аздоев Тамерлан, там сейчас, он вчера выиграл первый бой, завтра ему предстоит провести второй бой. И желаем ему удачи, посмотрим, как сложится у нас. Итак, у нас сборную сейчас еще Алмазов Саид, который сейчас у нас в сборную попал, среди юношей выступает. И вот сейчас по мужикам у нас в Нальчике проходил турнир, посвященный репрессированному кабардинско-балкарскому народу, где там наши воспитанники тоже показали очень хороший бокс, где Измайлов Али, это Малгобекская школа бокса, где он стал первым, в полуфинале убрал призера России, а в финале убрал победителя мира и Европы из Азербайджана. И очень сильно бои провел. Так что я думаю, мы потихоньку сейчас опять возвращаемся к тем временам, которые у нас бокс очень сильно славился и нас прославлял. Вот вы как педагог, как не только как тренер, но и как учитель для этих ребят, что вы в первую очередь им прививаете? Какой самый главный урок, который они должны усвоить? Ну, самый главный урок – это дисциплина. У нас, я очень строго сейчас отношусь к дисциплине. Нету дисциплины, нету спортсмена. Ну и главное то, что они вот проходят на тренировки. Вот мы стоим, да, нас сейчас два тренера работают, да, вот со мной еще вот мастер спорта СССР Мургустов Иса работает, который. Мы вдвоем даем вот технико-тактическую подготовку, где надо даем игровой, где надо даем поиграть. Но это уже, как говорится, подход наш к детям. И говорим им, чтобы они нас слушались, выполняли все то, что мы даем им задание. Но есть такие дети, которые берут все на лету хватают. Есть, которым постоянно надо работать. Вот этим мы говорим, чтобы они постоянно сегодня не получается, ничего, завтра получится. Вот чтобы они немножко себя, как говорится, вот у нас есть там, проиграют, все, я проиграл, больше не буду ходить. Но это бокс, это спорт. Здесь есть и проигрывают, и выигрывают. Так что будем потихоньку их готовить морально, чтобы они относились спокойно к этим моментам. Магомед, вот есть такое выражение в боксе: не смотри по сторонам, иначе пропустишь самое интересное. Вот нашим телезрителям за чем нужно следить, чтобы не пропустить? Какие интересные события ждут нас? Что впереди нас ждет? Ну, у нас сейчас впереди с 9 по 15 апреля будет турнир у нас в городе Назране. Это во Дворце спорта нашем, посвященный нашему выдающемуся боксеру, заслуженному мастеру спорта Исламу Тимурзиеву, который ушел от нас молодым и очень перспективным спортсменом. И я хочу сказать телезрителям, чтобы они пришли, поболели за наших, потому что там приедут боксеры Северного Кавказа и Южного федерального округа. Ну, намечается где-то 200 участников на этом турнире. Он будет проходить, начнется он 10 числа в 15:00 во Дворце спорта Магаз. Это, наверное, самое такое грандиозное, то, что многие уже давно ждали. А вот по вашим текущим планам, по вашим вот какой-то, я не знаю, тренерскому графику? Ну, текущий сейчас у нас, именно сейчас, как говорится, у меня, вот это сейчас подготовка к первенству России, который вот пройдет, как я сказал, в городе Оренбург. И мы сейчас плотно готовимся на это соревнование. И я готовлю вот на 3-4 год, хочу повести 30 апреля. Он будет проходить в Ставрополе, там международный турнир, где съедутся тоже 4 страны приезжают. Это Азербайджан, Армения, Греция,
и Казахстан. И я хочу там выставить пацанов, посмотреть, потому что я, как слышал, Армения первый состав везет, Казахстан первый состав свой привезет. И вот с этими хорошими боксерами, чтобы наши боксеры побоксировали, научились. И совместные тренировки, совместные сборы немножко проведем. Ну, посмотрим, как сложится. Но, по крайней мере, сейчас вот готовимся именно вот то, что в ближайший месяц у нас вот это в плане сейчас. Да, судя по перечню соперников, которые вы озвучили, конкуренция ждет большая, и ребятам не просто придется. Ну что ж, по традиции передачи хочу предоставить слово вам, чтобы вы могли, воспользовавшись им, обратиться к широкой массе телезрителей с тем, что у вас есть. Ну, бокс, вы как знаете, это мужественный вид спорта у нас. Я знаю, что у нас в республике очень много мужественных детей. И если есть такие, просим прийти позаниматься на бокс и проявить себя в этом виде спорта. Всех этих ребят объединяет общее стремление побеждать. Побеждать на ринге, побеждать в жизни. В тренировочные спарринги ставят только когда новичок достиг определенного уровня в боксе и ставят в пару со спортсменом с такими же навыками боксирования. Спортсмены из этого клуба регулярно становятся победителями, финалистами и призерами различных первенств и всероссийских турниров. И вот один из воспитанников клуба прошел отбор на первенство России. Мне удалось подраться на республике 21 января. Там 3 боя провел и первое место занял. Мне удалось подраться на первенство республики и там выиграл, провел 3 боя и отобрался на СКФО. СКФО не дрался, сейчас поехал на Юность России и там провел 2 боя. Первый бой с спортсменом из Краснодара, очень сложный бой был. И в финале я встретился с спортсменом из Ставрополя. Победить в этом соревновании мне удалось насчет характера и физики. И Садял выиграл турнир. Теперь я отобрался на первенство России. Иншаллах, там хочу стать победителем. И если там выиграю, отберусь на первенство Европы. И так потихоньку хочу добиться своей цели. Любому, кто выбрал для себя бокс, я советую ему упорно тренироваться на тренировках и добиться своей цели. Первым долгом я хочу поблагодарить своему тренеру Магомеду Заурову и Ахмеду Шаухалову. Он является вице-президентом Федерации бокса, и я уверен, что добьюсь своей цели. Занятие боксом – это великолепное средство воспитания не только физических качеств, но, как и ни один другой вид спорта, прекрасно укрепляет волю, воспитывает смелость, находчивость, умение быстро оценивать сложную ситуацию и находить наиболее оптимальный выход из трудного положения. Руководство клуба и тренеры ставят перед собой главную задачу – привлекать к спорту как можно больше молодежи, отрывая их от пагубного влияния улицы и делая из них чемпионов. Нашим постоянным телезрителям из предыдущих передач знаком один из наших юных боксеров, который подает большие надежды. Итак, расскажи про свои крайние турниры, где они проходили и как вообще для тебя сложились. Последний турнир проходил в городе Анапа. Это было первенство России по боксу. 15-16 лет в городе Анапа. С 15 марта по 23 марта. Там я выступил неплохо, провел 3 боя, 2 выиграл, 3 проиграл. Выход за полуфинал. Ну, спортсмены всегда самокритично относятся к своим выступлениям, потому что требуют от себя большего, потому что планку все время задирают, и ты не исключение. Но все же,
Что дало тебе участие вот на этом турнире в первую очередь? Большой опыт, в первую очередь очень большой опыт. Перед первенством России, там же в городе Анапа, я провел 10-дневный сбор со сборной России. Там я поставил в парах с моими будущими соперниками, противниками. Вот это вот тоже мне дало очень большой опыт. Но на первенстве России, когда уже начал выступать, после, когда приехал домой, начал осматривать бои, смотреть ошибки, понял, что надо над многим работать. Вот ты уже треть своей жизни посвятил этому виду спорта, и поэтому я, наверное, задам тебе вопрос, вот, что ты считаешь самым сложным в боксе? Кто-то сказал, что самое сложное это, в боксе это собирать свои зубы в боксерских перчатках с ринга. Но вот это все юмор, а вот как ты считаешь? Для меня самое сложное – это думать. А бокс – это как шахматы. Тут каждый ход нужно думать. В шахматах у тебя есть время, а тут его нету. Пока ты будешь думать, можешь пропустить удар. Ты должен знать, что будет предпринимать соперник, какие удары он будет бить, подстраиваться под него. Это большая, как сказать, техника. Ну вот, имея эту мотивацию, которую я вижу у тебя, горят глаза, имея хорошие условия для подготовки, имея квалифицированных тренеров, ты теперь, наверное, продолжишь свой боксерский спортивный путь. И что впереди? Что ждет тебя? Какие еще вершины ты перед собой поставила? Да, конечно, продолжу. Сейчас начал работать над физикой, мышечной массой для удара. Потихоньку 30 апреля я появлюсь в город Ставрополь. Выступлю на международном турнире. Будет много стран приезжать. Казахстан, Болгария, Греция. Еще много стран будут приезжать. Там я буду, вот на этот турнир я буду готовиться. Пока 2 недель я сделаю физически УПП. Потом уже начнем с тренером работать над техникой и скоростью. Я уверен, если ты в таком же духе продолжишь, то у тебя все получится. И при нашей следующей встрече ты уже будешь делиться новыми достижениями. Желаю тебе удачи. Падай духом. В поддержку слов Саида о сходстве бокса и шахмат хочу довести до сведения телезрителей, что в 2003 году была создана новая спортивная дисциплина, сочетающая в себе элементы бокса и шахмат. Первенство определяется в 11 раундах. Четные проходят на ринге, а нечетные за шахматной доской. Победителем становится тот, кто выиграл боксерские раунды нокаутом или же поставил мат в шахматной партии. По аналогии с классическим боксом, спортсмены соревнуются между собой в различных весовых группах. Шахбокс уже имеет собственную боксерскую ассоциацию и чемпионов мира. О грандиозной мировой популярности бокса говорит и тот факт, что этот вид спорта чаще всего присутствует в современном кинематографе. О нем сняты сотни фильмов, многие из которых стали рекордсменами по кассовым сборам. Что можно сказать об росте, об тенденции роста бокса, его популярности в нашей республике? Бокс в нашей республике всегда был популярен, но немножко у нас в последнее время пошел спад. Но вот начиная с прошлого года у нас опять бокс очень сильно сейчас развивается. У нас сейчас пацаны, сейчас вот у нас один боксер среди юниоров с республики Ингушетия выступает на международном турнире в городе Анапа. Это турнир Павлюкова. Там выступают 12 стран, которые приехали со всего мира. И там вот воспитанник Карабулакской школы Аздоев Тамерлан, там сейчас он вчера выиграл первый бой. Завтра ему предстоит провести второй бой. Желаем ему удачи, посмотрим, как сложится у нас. Итак, у нас сборную сейчас еще Алмазов Саид, который сейчас у нас в сборную попал, среди юношей выступает. И вот сейчас
по мужикам у нас в Нальчике проходил турнир, посвященный репрессированному кабардинско-балкарскому народу, где там наши воспитанники тоже показали очень хороший бокс, где Измайлов Али, это Малгобекская школа бокса, где он стал первым, в полуфинале убрал призера России, а в финале убрал победителя мира и Европы из Азербайджана. И очень сильно бои провел. Так что я думаю, мы потихоньку сейчас опять возвращаемся к тем временам, которые у нас бокс очень сильно славился и нас прославлял. Вот вы как педагог, как не только как тренер, но и как учитель для этих ребят, что вы в первую очередь им прививаете? Какой самый главный урок, который они должны усвоить? Ну, самый главный урок – это дисциплина. У нас, я очень строго сейчас отношусь к дисциплине. Нету дисциплины, нету спортсмена. Ну и главное то, что они вот проходят на тренировки. Вот мы стоим, да, у нас сейчас 2 тренера работают, да, вот со мной еще вот, мастер спорта СССР Мургустов Иса работает, который. Мы вдвоем даем вот, технико-тактическую подготовку, где надо даем игровой, где надо даем поиграть. Но это уже, как говорится, подход наш к детям. И говорим им, чтобы они нас слушались, выполняли все то, что мы даем им задание. Но есть такие дети, которые берут все, на лету хватают. Есть, которым постоянно надо работать. Вот этим мы говорим, чтобы они постоянно... Сегодня не получается, ничего, завтра получится. Вот чтобы они немножко себя, как говорится, вот у нас есть, там, проиграют, все, я проиграл, больше не буду ходить. Но это бокс, это спорт. Здесь есть и проигрывают, и выигрывают. Так что будем потихоньку их готовить морально, чтобы они относились спокойно к этим моментам. Магомед, вот есть такое выражение в боксе: не смотри по сторонам, иначе пропустишь самое интересное. Вот нашим телезрителям за чем нужно следить, чтобы не пропустить? Какие интересные события ждут нас? Что впереди нас ждет? Ну, у нас сейчас впереди с 9 по 15 апреля будет турнир у нас в городе Назране. Это во Дворце спорта нашем, посвященный нашему выдающемуся боксеру, заслуженному мастеру спорта Исламу Тимурзиеву, который ушел от нас молодым и очень перспективным спортсменом. И я хочу сказать телезрителям, чтобы они пришли, поболели за наших, потому что там приедут боксеры Северного Кавказа и Южного федерального округа. Ну, намечается где-то 200 участников на этом турнире. Он будет проходить, начнется он 10 числа в 15:00 во Дворце спорта Магас. Это, наверное, самое такое грандиозное, то, что многие уже давно ждали. А вот по вашим текущим планам, по вашим вот какой-то, я не знаю, тренерскому графику? Ну, текущий сейчас у нас, именно сейчас, как говорится, у меня, вот это сейчас подготовка к первенству России, который вот пройдет, как я сказал, в городе Оренбург. И мы сейчас плотно готовимся на эти соревнования. И я готовлю вот на 3-4 год, хочу повести 30 апреля. Он будет проходить в Ставрополе, там международный турнир, где съедутся тоже 4 страны приезжают. Это Азербайджан, Армения, Греция и Казахстан. И я хочу там выставить пацанов, посмотреть, потому что я, как слышал, Армения первый состав везет, Казахстан первый состав свой привезет. И вот с этими хорошими боксерами, чтобы наши боксеры побоксировали, научились. И совместные тренировки, совместные сборы немножко проведем. Ну, посмотрим, как сложится. Но, по крайней мере, сейчас вот готовимся именно вот то, что в ближайший месяц у нас вот это в плане сейчас. Да, судя по перечню соперников, которые вы озвучили, конкуренция ждет большая. И ребятам не просто придется. Ну что ж, по традиции передачи хочу предоставить слово вам, чтобы вы могли, воспользовавшись им, обратиться к широкой массе телезрителей с тем, что у вас есть. Ну, бокс, вы как знаете, это мужественный вид спорта у нас. Я знаю, что у нас в республике очень много мужественных детей. И если есть такие, просим прийти позаниматься на бокс и проявить себя в этом виде спорта.
В этой секции бокса делается упор на классическую советскую школу. Однако тренеры спортивного комплекса «Оздо» не забывают о том, что современный бокс намного изменил реалии и стараются сделать тренировки не только эффективными, но и интересными, привлекательными. Любой желающий может принять участие в соревнованиях, хотя это и не является обязательным. Многие ребята из этого клуба неожиданно для себя решились выйти на ринг, и все показали хорошую технику защиты и отличный поставленный удар. Пожали руку. Вот. Боксер, не надо. Вот двигайся сразу. Два-три удара. Подошли. Ближний бой делай. Легко бросай. Ближе. Вот. А я что? Когда будете боксировать, я скажу. Пошли, приготовились, пошли. Вот туда. Ближе, подошли ближе. И отходим друг от друга. Один бьет, потом другой бьет. Один защищается, потом другой бьет, другой защищает. Вот, следом, сразу, вот. Бьем, следом. Время. Все, пожали руки. Парни, я следил за вашим спаррингом и хочу сказать, несмотря на ваш юный возраст, вы уже довольно-таки мастеровитые бойцы. И вот ваше участие на турнире, который проходил в Сунже, расскажите о нем, как он сложился для тебя, как он сложился и какое место ты там занял, и за счет чего вообще тебе удалось там победить? Мне помогла эта техника, которой я научился тут, и я занял первое место и выиграл их двое. В первом бою было не так сильно, а во втором было тяжелее. И я получил результат, что я первое место занял. Самое сложное в этом турнире для тебя лично что показалось? Для меня показался второй бой. На следующий день, когда я дрался, противник был нелегкий. Я пытался его выиграть, но проиграл, но не остановился и продолжаю заниматься боксом. Вот каждый день вы приходите на тренировку, да? Вы отдаете много сил здесь, в этом зале. И не возникает иногда желания, может, сегодня пропустить, не пойти, отдохнуть? Бывает такое? Иногда бывает. Что ты говоришь себе, чтобы прийти сюда на тренировку? Я говорю то, что спортсмены не пропускают тренировки, надо заниматься до конца, до того, пока не захочешь ходить на бокс. Я хожу сюда и не буду пропускать ни одного занятия. В первую очередь, самая большая польза от бокса, да, в первую очередь, что он дает вам? Я стою сильнее духом. Вот это все, что мне дает бокс.
Вы большие молодцы. И я уверен, если вы так будете продолжать, то вы многого добьетесь. А другие, глядя на вас, еще больше потянутся в этот вид спорта. Занятие боксом – это увлекательный прикладной путь к здоровью, к спортивному телу, высокой жизненной мотивации. При всем этом сам поединок – это не столько соревнование кулаков, сколько постоянный поиск нестандартных решений. Это всегда творчество, а значит и тренировка ума. Все родители хотят видеть своего ребенка сильным и здоровым, поэтому одно из самых лучших решений для этого – отдать его в секцию бокса. У нас сначала было желание зайти, ходить в бокс, участвовать в соревнованиях, участвовать в республике, мастер спорта, КВС, что так. Сказал отцу, можно ходить в бокс. Он разрешил, вот так я хожу в бокс. Хорошо. Я хожу в бокс 1 год и 4 месяца. Провел 4 соревнования, 3 раза выиграл, 1 поражение. Первая победа была в Сунже, 2 в Ставрополе, 3 здесь в вас. Этот клуб, находящийся в столице, еще один форпост некогда самого популярного в стране вида боевых единоборств, с которым в народной популярности в советскую эпоху могли поспорить только самбо, рукопашный бой или дзюдо. Это одна из самых зрелищных дисциплин в спортивной олимпийской семье и один из наиболее эффективных видов самообороны. В последние годы бокс в Ингушетии начинает возвращать свою былую популярность. Показателем этого успеха стало появление новых секций и победы наших спортсменов. Бокс в массовом сознании людей увешан кучей стереотипов, как елка новогодними игрушками. Но те, кто хоть немного разбираются в спорте, скажут вам, что бокс – это наука, изучающая человека на прочность. А кто хоть немного посвятил себя этому единоборству, знает, что бокс – это школа жизни, которая учит не только бить, но и держать удар.